Мать-сектантку, избивавшую своих детей, лишают родительских прав. Элину Сомову арестовали в апреле этого года в Уфе. Ей также грозит уголовное наказание. В тюрьму Элина может отправиться на 7 лет за истязание несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. На заседании суда побывал наш корреспондент Радмир Азнабаев. Судебный процесс. Бывшая супружеская пара делит 4 детей. Обычно закон на стороне матери, но не в этот раз. На гражданском деле Элину Сомову представляет ее адвокат. Самой женщины нет. Она под домашним арестом. Неделю назад ей изменили меру пресечения. До этого ее суд отправлял в СИЗО. Они трясутся и боятся, когда маму выпустили из-под стражи. Влада 3 дня не спала, у нее начался НРС. То есть ребенку просто плохо от того, что она боится, если она встретит свою мать, что она опять ее будет бить. И снятся сны страшные, что она ее таскает за волосы. А страх детей связан с тем, что мама истязала дочь и 3 сыновей в течение 5 лет. По данным следствия, Сомова придумывала различные наказания за любую провинность. Запнулся во время заучивания стиха — удар головой об стол, горячий ледяной душ, а также строжайшая диета. Дело в том, что женщина втянулась в сомнительное сообщество родостеи, или по-другому институт ритмологии. Со слов детей, она будила их в 6 часов утра и заставляла читать ритмы. По секте запрещено медицинская, как говорится, помощь, да, то есть они таблетки не употребляли, то есть если дети болели, мама нам ставила клизмы детям, ставила пиявки. Мясо они не кушали. Почему? Потому что они, все эти сектанты вегетарианцы. Обучают там не только этому, говорят сектоведы. Таким сообществам свойственно наказывать детей, которые плохо молятся и не выполняют правила организации. По словам экспертов, в стране необходимо создать структуру, которая способна распознать влияние на малолетних сектантских идей. Мы не можем конкурировать с деструктивными религиозными организациями на сегодняшний день в информационном пространстве. Дали учителям, наконец, понятие о сектах, о культах. Я надеюсь, что это только начало. Но, в принципе, начало положено. Надеюсь, что это будет. Хотя это пока капля в море. Но есть и другая сторона медали. Близкое окружение семьи считает, что Сергей просто мстит женщине за личные обиды, связанные с бьюти-бизнесом. У бывших супругов салон красоты, оформленный на старшую дочь. Пока мама под следствием, бабушка 2 приемных детей Элины Сомовой забрала их и озвучила совершенно другую версию событий. Мол, горячей и холодной водой никого не истязали, а закаляли после купания в бане. И холодной горячей водой. Расскажите, вот как вы в бане. В бане сначала нас немного парят, потом багир головой в воду холодную. А потом он нас брызгает холодной водой. Вот так? Также отец семейства утверждает, что Элина не признавала традиционную медицину и лечила детей то пиявками, то клизмой. Сыновья не отрицают, но говорят, это прописывал врач. А побои они могли получить в секции по борьбе, рассказывает бабушка. Он нас подговаривал, типа, говорить то, что вас мама обижала. Багир не может сказать то, что хочет к маме, потому что его папа подговаривает. Близкие родственники уверены, что отец подкупает детей дорогими подарками и поездками за границу, ведь человек он более чем состоятельный. Суду приходится проводить не одну экспертизу, чтобы определить, кто из родителей оказывает давление на детей. Решение о лишении Элины Сомовой родительских прав пока перенесли, чтобы дождаться результаты всех проверок и понять, действительно ли мать издевалась над детьми. Пока нет ни приговора, ни, в общем-то, окончательного решения первой инстанции, мы не можем говорить о признании ее виновной в инкриминируемом ей деянии. Сторона отца семейства уверена, что защита его бывшей супруги намеренно затягивает слушание, ведь на носу другой процесс уже по уголовному делу, где мать-сектантка обвиняется сразу в 2 преступлениях – истязании несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. А лишение родительских прав станет отягчающим обстоятельством. Элине Сомовой грозит до 7 лет тюрьмы. Радмир Азнабаев, Азат Ишбулатов, Артур Елаев и Владимир Шевчук. Новости Уфа.